Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Почему вы одна? Если тема вам интересна, если вы действительно столкнулись с такой ситуацией в жизни, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, почему я одна, в чем проблема и что будет дальше. Я надеюсь, вы все настроились, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы выводят моими руками. Пусть откроют вам то, что сейчас скрыто. Так, замечательно. И ответ вышел, и свеча у меня потухла. Потухла свеча как знак того, что все будет замечательно. Ваше одиночество заканчивается. Все, вот, видите? Вот вам доказательство сразу же. Высшие силы вам отвечают, все будет замечательно. Не будете вы одна, все замечательно будет. Даже не сомневайтесь. Смотрите, какой у нас интересный, необычный рисунок сегодня вышел. Давно такого не было. Вот, пожалуйста. Здесь очень хорошо показана ваша личность. Здесь высшие силы показали вас, какая вы. Железная леди. Без страха и упрека, сильная, волевая, несгибаемая. Жизнь у вас была непростая. Даже не важно, вот сколько вам лет. Может быть, вы юная девушка, а может быть, вы уже женщина с опытом. Как-то вот такие рамки вас все время ставили. Как-то вам приходилось брать ответственность и за себя, и за других. И пробиваться, добиваться через какие-то перепоны, через какие-то сложности. Ну, вы все прошли. Разочарования, вижу, были. И разочарования достаточно болезненные. Все пережили, совсем справились. У кого-то, кстати, несколько вот браков, что ли, было. Причем один хуже другого. Один хуже другого. Так. Личность вы мощная. Авторитетная, волевая, сильная, несгибаемая. Это ваши сильные черты. Но вот эти ваши сильные черты, они очень сильно отпугивают мужчин. Просто, вы знаете, как раздражитель, что ли, какой-то, да? Как говорят, черт ладана боится. Вот и у вас так происходит. А те мужчины, которые в вашу жизнь входят, да, стучатся в вашу жизнь, они такие, знаете, приспособленцы, абьюзеры, и прочая нечисть. Скажем так, по неопытности, да, какое-то время вы с такими мужчинами там общались, встречались, а теперь уже пришло прозрение. Вы ведь мужчину за несколько сотен шагов вот видите, да, и сразу считываете, что за мужчина, какой он, сильные, слабые стороны, как рентгеном мужчину. Так раз пробили, все понятно стало, кто перед вами. Он еще не успел подойти, а у вас уже на него там полное досье, и вы ему такая, опа, разворачивайся, мужчинка, не к нашему берегу ты плывешь, иди туда куда-нибудь, гуляй, Вася. Это вот ваше типичное поведение. Конечно же, вы хотите любви, конечно же, вы хотите семьи, вы счастья хотите. Вот правильно сказать, счастья хотите. Вы хотите стать счастливой, а потом уже, да, подобрать себе спутника жизни. Ведь человек, который входит в жизнь, не может сделать вас счастливой, если вы себя чувствуете несчастной. Это невозможно в принципе. Сначала вы должны стать счастливой женщиной, а потом уже появится тот, с кем вы это счастье разделите. Так, хочу сказать, вот кому-то единично идет информация, кому-то единично. Вам тут соперница очень сильно перебила. Женщина вышла соперница, которая 100% что-то делала. И делала достаточно масштабно и методично.
да, вот на вас там делала. Возможно, понимала, что может что-то где-то не сработает, и она пробовала разные методики, обращалась к разным специалистам и очень конкретно делала. Это была именно соперница, и эта соперница, ей удалось то, что она задумала. То есть она вас, как говорят, обезвредила, да. Это было давно, это не там ближайшее прошлое, это был какой-то прям такой значительный отрезок времени назад. Вот, делала, вам там все поперекрывала, поперебивала. В итоге сама счастливая не стала, ну и у вас тоже в жизни как-то не поклеилось с мужчиной. Хотя тот мужчина, за которого вы соперничали, этот мужчина был ваш. По судьбе он вам был тот человек. Понимаете, вы должны были быть вместе с тем человеком. Но из-за ее вот этого коварства, из-за ее вот этой вот гнилой душонки, она всем все попортила. Там и вы, и он, и она, и все несчастные. Вот как-то так. Ну, это ее грех, за него она будет отвечать. Кстати, уже у нее расплата пошла. Да, вот так потихонечку на здоровье там ударила. Дальше будет хуже. Ну, мы оставим это. Это уже прошлое. Это был упущенный момент. Это была упущенная возможность. Все. Это мы оставляем. С этим делать, да ничего с этим не делать. Пусть оно само сойдет на нет. Оно уже практически сошло. Вот не зря вы, да, на мою отсыпку попали. Это как знак того, что это уже все практически с вас сошло. Я просто хочу сказать, что тот мужчина, он был ваш. И вам действительно поделали. Но это единично, еще раз повторю. У большинства женщин идет другая история. Вы очень сильные, вы необычные, вы... Ну, как вот если сравнить, да, можно ли сравнивать такие вещи? Ну, я попробую просто вам объяснить. Вы не обижайтесь. Вы идете как, не знаю, суперприз, да, джекпот. Мега-джекпот. То есть женщина, которой наградят. Такими, как вы, женщинами, высшие силы не разбрасываются, потому что вам будут подбирать именно достойного человека во всех смыслах и во всех отношениях. Такой человечек для каждой женщины найдется. И, конечно же, он есть и в природе, он есть. Да, у кого-то ближе, у кого-то дальше. Это нормально. Почему не получается? Не получается из-за вашего отношения к себе и к миру. Вы ищете счастье с мужчиной, но вы не ищете счастья для себя. Вот в этом проблема. Я не знаю, получится у меня объяснить то, что я вижу, но я буду стараться, мои хорошие. Постарайтесь меня вот именно услышать. Еще раз говорю, для того, чтобы быть счастливым человеком, вам не нужен никто. Вот не должен быть с вами кто-то, да, кто будет там вас этим счастьем обсыпать. Вы изнутри, вот прям с души выходя, да, должны стать счастливой женщиной. И после этого, когда вы обретете свое счастье, вот радость от себя, радость от своей жизни, от того, кто вас окружает, от того, где вы живете, что происходит в вашей жизни. После этого момента придет тот, с кем вы свое счастье разделите. Потому что вы идете как награда, вы особая женщина, вы, знаете, вы как жрица. Это особое достижение, да, либо какая-то особая заслуга иметь рядом такую спутницу жизни, как вы, например. Да? Вот, поэтому все так и происходит. Мои хорошие девочки, у вас буквально вот совсем скоро, совсем скоро будет какая-то возможность жизнь свою круто поменять. У кого-то это будет связано с работой, у кого-то это будет связано с какой-то поездкой, с каким-то переездом, с реализацией себя, да, вот с открытием каких-то своих талантов, каких-то своих способностей, умений. То есть вот перемена пойдет с вас, да, изнутри пойдет перемена. Вы добьетесь, вы очень многого добьетесь. Еще раз говорю, это общая отсыпка. Кто-то добьется материальным, кто-то начнет зарабатывать много, кто-то бизнес откроет, кто-то станет успешным человеком вот в плане реализации себя, своего потенциала, талантов. Это произойдет. И когда это произойдет, вот вы действительно станете счастливой, самореализованная, самоуверенная, обеспеченная, да, вот. Женщина, которая смотрит в зеркало и сама себе рада, улыбается своему отражению, довольная своей жизнью и довольная своим положением. Вот от этого момента пойдут все изменения. Вот вы у меня в зенит входите, у вас тут знак султана выходит, вот прям, да, вот в самых ногах выходит знак султана. Когда вы
станете вот этим султаном, да, получите этот статус, прочувствуете его на себе, смотрите, что происходит дальше. Вот она формируется пара, видите? Пара очень замечательных людей, которые друг друга дополняют, друг друга вдохновляют, поддерживают. Кто вам нужен? Вам нужен защитник. Защитник, опора, надежное плечо, да, тот, кто будет прикрывать тылы. Вам не нужен будет там добытчик, тот, кто будет там вас снабжать, обеспечивать, там, не знаю, что там еще может быть, там, работать на вас. Нет, такой мужчина вам не нужен, потому что вы сами всего добьетесь. А кто вам нужен? Друг вам нужен сердечный, и тот, кто будет прикрывать вашу спину. Вот такой человечек у вас появляется. Знаете, какие здесь отношения будут? Женщина главная, а мужчина второстепенный. Вот такие отношения тут идут. Даже вот если по рисункам посмотреть, смотрите, какая вы. У меня крупненькая вышли, да, то есть такой более фигурка человека такая сбитая, да, и мужчинка такой поменьше чуть вышел. То есть точно вам говорю, у вас именно такие отношения. Матриархат будет в вашей паре, 100%. Мужчина не подкаблучник, но мужчина, который передает вам бразды правления, да, и как бы передает свою роль, ну, роль главы семьи. А потому что вы по-другому не согласитесь. Вы не согласитесь. Вы очень-очень интеллектуальная женщина с высоким уровнем интеллекта, плюс у вас мощная интуиция, плюс у вас прекрасный жизненный опыт. И вы, моя хорошая, дураков слушать не станете. Если мужчина с какими-то глупостями, да, с каким-то ограниченным мышлением, ну, вы сразу его где-нибудь там забаните, скажете: все, даже не подходи, в мою сторону не смотри. Вот. А к вам идет именно такой мужчинка-добрячок, мужчинка, который ну, реально оценит, какая вы. Оценит, еще и доверится и скажет: Боже, спасибо тебе, Боженька, да, что дал мне такую прекрасную женщину в пару. И он вам прям скажет: на мою жизнь управляй. Управляй мной, управляй моей жизнью. Я буду этому безумно рад. Вот так у вас идет. Добиваетесь успеха, и личная жизнь подтягивается. У вас именно такая история идет. По крайней мере, те, кто зашел на мою отсыпку. Сначала вы реализованная, а потом вы уже влюбленная. Кстати, смотрите, как у вас интересно. Над вашей головой маленькая рыбка и над головой мужчины маленькая рыбка. Это безумная взаимная любовь, вот прям с первого взгляда. Влюбитесь. Мало того, еще скажу, смотрите, как рыбки плывут в направлении мужчины. Вы хоть дама и замечательная, во всех отношениях прекрасная, но вы простите, но скорее всего, так и понимаю, что не очень романтичная. Да, то ли вы считаете, что эти все сладкие уси-пуси не для вас, то ли как, ну, не было возможности, да, вот это все проявлять. Жизнь была жесткая, сложная, вы как-то более каким-то сухим отношениям привыкли. А вот мужчина вас зацелует, залюбит, заласкает, будет вам там, не знаю, стихи читать, серенады петь, постоянно какие-нибудь романтические штучки устраивать. Вот романтика пойдет от мужчины. Он вас научит быть романтичной. Он вас научит быть такой, знаете, девочкой, балованной девочкой. Он будет вас баловать, да, будет вас носить на руках, будет всячески о вас заботиться, всякие милые штучки будет там вам дарить, делать. Вот, это очень интересно. Вам этого не хватает, вы этого не умеете, к сожалению. Ну, опять же, понятно, да, под стечением обстоятельств вы вынуждены были выбирать, что вам больше нужно для выживания и для того, чтобы быть уверенной и крепко стоять на ногах. Ну и вот от романтики, скорее всего, в определенный момент вы отказались, либо запретили себе вот эти все сладкие розовые сны. А вот мужчинка нет, мужчинка будет вас любить, мужчинка будет вам помогать. Когда это все произойдет? Ну, у многих отыграется до конца года. До конца года. У кого не отыграется до конца года, тогда у нас получается на следующий год переходит. Почему так? Вот все зависит от вас, от вашего успеха, когда вы его добиваетесь. У вас на сегодняшний день есть только лишь одна помеха. И помеха это внешняя, это не вы.
А это то, что вокруг вас происходит. Это то, что вам извне мешает. Может быть, какие-то законы, ситуация какая-то, ну, не знаю, положение в мире, может быть, да, вот что-то это вам мешает из этой серии. Вы готовы, вы можете, вы хоть сейчас вот в бой пойдете. То есть есть у вас и сила, и мужество, и мощный дух такой боевой. Но из-за обстоятельств вокруг пока вот как-то сложно, пока не дается. Но эта ситуация все равно произойдет. Рано или поздно это все произойдет. Даже и не сомневайтесь. Тут еще один ослабляющий момент у многих отыграется. Это семья, наличие семьи. Люди, за которых вы очень переживаете, люди, за которых вы взяли ответственность, и вот как бы да, там отток энергии происходит. Но ничего, вы справитесь, вы и не с таким справитесь. Многие из вас это понимают, другие еще немножечко так колеблются, но тем не менее время все расставит по своим местам. Ваше время, оно пришло, и пришло оно именно в этом году, да, раскрыть себя, добиться того, либо получить то, для чего вы рождены. А рождены вы для побед, вы рождены для того, чтобы стать очень серьезным человеком. И вот он, пожалуйста, ваш мужчинка прорисовался. Что у нас выходит по итогу? По итогу у нас выходит чаша любви. По итогу у нас идет исполнение вашего желания, вашей мечты. То есть когда вы обеспечены всем и сразу. Да? То есть у вас все есть. Вот все, о чем мечтала, все, чего хотелось, я всего добилась. Мало того, у вас еще и в делах да, появляется какой-то, как бы вам сказать, да, зазор на то, чтобы не только там семья, работа, дом, да, но еще какой-то активной деятельностью заниматься. Может быть, благотворительность, может быть, какая-то общественная работа. То есть вы очень многого добьетесь, очень многое сделаете. Непростой путь, где вас испытывали на прочность, на выдержку, на вашу силу, мощь, на силу вашего духа. Но вы совсем справились. Вот считайте, что ваша трансформация закончилась. И теперь, мои хорошие, своим трудом, своим желанием вы будете добиваться всего того, что вам обещано. Обещано вам очень много при вашем рождении. Возможно, вы уже об этом слышали. Сомневаетесь, да, глядя, оборачиваясь назад, вы понимаете, что из себя представляет ваша жизнь, и вы начинаете сомневаться. Не надо сомневаться, нет, все обязательно исполнится, и жизнь тут будет цвести буйным цветом. Это произойдет 100%. Я не вижу, чтобы кто-то и что-то вам мешал. Я наоборот вижу, что вам будут помогать. Помогать вам будут тем, что нужные люди в нужное время будут входить в вашу жизнь. Ну а про мужчину я уже вам все рассказала. Мужчина тут душка идет. Душка спокойный такой, добренький, рассудительный, неконфликтный. Ну просто идеальный. Вот. Еще и очень романтичный. И я вам больше скажу, еще придет такое время, что вы еще будете, как бы вам это сказать, фыркать на него, да, за то, что он уж слишком какой-то романтичный и ведет себя как девочка. Вот, девчонки, еще раздражать вот эта сладость будет. Но это нормально. Это нормально, и вы, так знаете, будете его немножечко бронить. Все будет замечательно, даже и не переживайте. Так, а кто в треугольнике? Тут тоже для тех, кто в треугольнике, к сожалению, вышла рыба, но она вышла гниющей. Рыба, конечно, это любовь, но то, что она гниет, ну вот она вышла еще с левой стороны, это любовь недобрая. Недобрая, не к добру она ведет, и это уже, ну, душок пошел, понимаете, вы уже вот ощущаете, да, что, ну не получается, но не идет. Это любовь, которая обескровила, лишила сил, тяжелые отношения, которые вот уже невыносимым грузом лежат у вас на плечах. Девчонки, ну, если рыба протухла, что с ней надо делать? Правильно, от нее нужно в кратчайшие сроки избавляться. Вы уже это понимаете, вы уже это чувствуете. Не бойтесь. Вот самый вот преступный момент с вашей стороны — это страх одиночества. А то, что вы сейчас одиноки, а то, что вы сейчас его делите, это не страшно? Или это классно, или так должно быть? Мужчина будет, реализованность будет. Зачем же вы вот эту вот вонючку с собой носите? Бросайте. Бросайте, вы уже это сами решили. Просто страшно это все совершить.
Нет, там отношения прогнившие идут, ничего хорошего не будет. Чем раньше вы пойдете на этот шаг, тем раньше вы себя реализуете, тем раньше у вас будет счастье. А счастью быть. Вот кто бы ни зашел на мою отсыпку, девчонки, вот кем бы вы ни были, сколько бы вам лет не было, в каких бы отношениях вы ни состояли, может быть, вы и сейчас находитесь в каком-то нереальном тяжелом браке, где уже ни отношений, ничего нет, все уже давным-давно там вымерзло, и просто два чужих человека друг на друга еще там каким-то холодным взглядом смотрят. Вот, реализуете себя, получите от жизни все. У вас именно такая идет история. Почему раньше не произошло? Что себя не реализовали. А теперь вот путь открывается. Так что будьте уверены, все впереди и все будет на лучшем уровне. Я за вас спокойна. Я знаю, что вы у меня умнички и знаю, что вы всего добьетесь. Чего хотите, о чем мечтаете, чего желаете, всего добьетесь. Ой, очень хочется, чтобы эту отсыпочку посмотрели все эти девочки, кому нужно было это узнать. Надеюсь, высшие силы помогут. Все будет замечательно. Даже и не сомневайтесь. Вы входите в этап цветения. И цветение ваше будет просто бесконечным. Так тому и быть. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.